Осел безмятежно жует картон, а верблюд еле ходит. Эти кадры появились в соцсетях и вызвали волну возмущения пользователей. Эти животные – обитатели зооуголка конно-спортивной школы Челнов. Видео с одного из местных пабликов выложил на своей странице ВКонтакте депутат Госдумы Владимир Бурматов. Он обещал подключить прокуратуру и Россельхознадзор, так как зверей надо спасать. Ролик посмотрели десятки тысяч человек, оставили сотни комментариев. Овес получает сено, также минералы, соли. Мы сами решили проверить условия содержания верблюда. Вот она, Людочка, живет здесь 3 года. Животному уже 40 лет. Проблемы с суставами, артрит. Это объясняет хромоту при передвижении, рассказывает ветеринар. Животное под его наблюдением. Не стероиды делали, вот как поначалу, имеется в виду, облегчить это. Но это же тоже постоянно такое возрастное животное, его под инъекцией его не поставишь, потому что там и, как говорится, внутренние органы тоже, они же тоже от этого страдают. Я считаю, что удовлетворительное у него состояние в данный момент. Зооуголок при конно-спортивной школе был организован 6 лет назад. Здесь жили лисы, волки и даже львы. Сейчас всех хищных животных передали в другие зоопарки. А по словам организаторов зооуголка, здесь остались только так называемые травоядные животные. По словам сотрудников конно-спортивной школы, животных кормят 2 раза в день сеном, зерновыми. Также волонтеры приносят продукты, у которых истек срок годности. Тут именно была волонтерская помощь с продуктами. Там лежали вкусные продукты, они их съели, коробка пропиталась запахом, вкусом, и им все солому едят, что картон едят. В принципе, они животные неприхотливые ослы, они могут есть что угодно. Они заодно, к сожалению, сживали картонную коробку до того, как успели отобрать и выкинуть в мусор. С момента основания зооуголка покоя нет, говорит главный инженер. Периодически кто-то пишет на них жалобы. Тут все животные в основном они или подкидыши, или какие-нибудь волонтеры поймали, привели там с подбитым крылом. Тут этого лебедя также привели, вылечили, отпустили. За это тоже был штраф, за то, что лебедя выпустили в природу. Тут как любое телодвижение кончается или жалобой, или штрафом. Напомним, 2 года назад зоозащитники пожаловались на жестокое обращение с волком в этой школе, когда увидели на голове четвероногого пластиковое ведро. Выяснилось, у зверя было генетическое заболевание, из-за которого постоянно покусывал себя, пояснили в прокуратуре. Указанные факты не находили своего подтверждения. Однако в ходе проведенных проверок были выявлены нарушения законодательства. По ним были внесены меры прокурорского реагирования, нарушения были устранены. Мы обратились в исполком города. Там нам пообещали провести свою проверку того, что показано на видео. Гульнара Миниханова, Александр Лихачев, ТНВ, Набережные Челны. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.